صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة للناس يا خير الأنام وأطهرا نفدك بالأرواح وهي رخيصة ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. Что же касается тем, о которых говорит наука иль-муль калям, о чем она говорит, о чем она нам рассказывает. Это наука, которая ведет нас к истине, ведет к пониманию сифатов Всевышнего Аллаха, имен Всевышнего Аллаха, используя категоричные доказательства, достоверные доказательства из нашей религии. На самом деле были те, кто занимались калямом, занимались наукой акида, но опирались, например, скажем, как му'тазилиты, они ставили разум выше всего. Разум для них был самым высоким критерием. Мы будем воспринимать все через призму разума. Но разум – это такая единица, скажем, любой инструмент его нужно настроить. Любой инструмент нуждается в настройке. Если это весы, их нужно настроить. Значит, и разум, он должен работать правильно, чтобы правильно оценивать те или иные вещи. Не знаю, какой-нибудь банальный вопрос, пример привести. Когда вот мы учились в школе, были маленькими, нам говорили, что кровь – это самая чистая вещь, да? То есть в нем ничего не бывает. Сегодня нам уже говорят, оказывается, в крови может быть очень много различных болезней, там чего только не бывает. Наука меняется. Она меняет свое воззрение на тот или иной вопрос. Например, нам скажут, что Земля, она там на китах, на черепахе. Мы это не можем проверить, не видели. В свое время люди в этом верили, кто-то в это верил. Но затем наука, она раскрывается, показывает что-то с другой стороны. И мы видим, что, оказывается, на самом деле это не так. В каком-то обществе, скажем, есть такие племена, до сих пор есть такие племена, их обществе кушать людей, то есть каннибализм заниматься, это норма. И они считают, ну это наша традиция, это хорошо. И как же нам определить, что такое хорошо и что такое плохо? Конечно, для этого должны быть весы, определенные весы. И этими весами является Коран. То есть Коран нам скажет, что такое хорошо, что такое плохо. Это вечный вопрос. Что такое хорошо, что такое плохо, нам расскажет только Коран, только Аллах Субхану ва Тааля. Мы же сказали, что самая главная книга в нашей жизни – это Коран. Акиду мы берем из Корана, фикх мы берем из Корана. Все, что нам нужно в этой жизни, мы можем взять из Корана, так как Коран дает 3 вида хабара. 3 вида хабара. Вообще в этом мире бывает 3 вида новости. Первая новость – это то, что было. Мы можем рассказать вам что-то об истории. То есть в истории был Ибрагим, алейхиссалям, был Муса, алейхиссалям, был Адам, алейхиссалям. Вот так все началось. Мы можем узнать свою историю из Корана. Дальше вторая весть. Вид вести вообще даже в нашей жизни – это будущее. Мы можем предсказать что-то или сказать, вот в будущем будет так, сделать какой-то прогноз или что-то узнать оттуда и дать этот хабар. И Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, давал нам хабар о том, что будет. И Коран нам говорит, что придет яумуль кияма, настанет судный день, будет так-то и так-то и так-то. То есть он нам рассказывает то, что будет в будущем. Третий вид хабара, третий вид вести, он может быть каким, сказать о настоящем, как нам нужно сейчас поступать, чтобы быть счастливыми. И все это в Коране есть. Эта книга Кафи, это книга, которая читает всю Вселенную, она нам достаточно. То есть в ней все есть. И мы уже с вами понимаем, что разум, если его правильно не настроить его под Коран, он не может адекватно, правильно воспринимать. Он будет считать прелюбодеяние нормой, например. Он будет сказать, почему нет, почему бы нет. Или если лежит что-то там, почему я не могу это взять. Меня же не накажут, меня же не посадят в тюрьму. Вот если в тюрьму посадят, это плохо, он говорит. Но если меня не посадили, значит, я не вор. Пока не поймали, я не вор. То есть логика выстраивается на чем? На том, то есть на всем, что угодно, и правильное понимание, правильный разум он будет только тогда, когда у нас будет соответствовать все Корану. Коран – это те весы, Коран – это та норма, тот инструмент, под который мы должны подогнать свой разум, и только тогда он будет, соответственно, воспринимать все, что происходит в мире. Му'тазилиты же, они сказали, нет, только через наш разум. Если хадис не нравится моему разуму, я не нахожу логики в этом хадисе, то тогда я не буду его воспринимать. Ну, например, был такой случай, когда к Расулуллаху, саллаллаху алейхи вассалям, пришел человек и спросил, на чем зиждется земля, на чем держится земля.
И он человеку сказал, что на рыбе. Другой человек задал подобный вопрос, он сказал, что на быке. Хадис достоверный, мы изучаем его цепочку, и нам кажется, как это возможно? Почему Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, так произнес? Разве он мог так произнести? Это невозможно. Наука показывает совершенно другое. Но потом мы смотрим, что же говорят ученые, то есть те, которые с иснадом взяли понимание этого хадиса, можно сказать, от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и они поясняют, на самом деле этот мир, он как бы есть две границы. Есть люди, которые питаются от земли, они сажают, они что-то делают, питаются от земли. Есть люди, которые питаются от моря, они, может быть, добывают жемчуг, ловят рыбу и так далее. То есть те, которые опираются, то есть живут на рыбе, на море, есть те, кто живут на земле, то есть на быке. И Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям указал именно на это. То есть он не говорил, что планета, вот она стоит на том-то и том-то. То есть правильно нужно тоже это понимать. Например, был такой случай, когда пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, услышав звук, то есть был грохот, сидели асхабы, радаллаху анхум аджмаин, они услышали грохот, задали вопрос посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что это было? Это камень, который катился 70 лет, упал на самое дно джаханнама. Были те, кто рассчитали примерно, то есть скорость падения камня. Он падал 70 лет. Какова глубина джаханнама, да, примерная? Потом теперь объем камня каков? Плотность воздуха, то есть различные варианты посчитали. Но, то есть мы читаем этот хадис, но если мы не читаем другие хадисы, которые тоже касаются его, то есть читаем другой риваят и находим, что забегает сподвижник пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, называет имя одного мушрика, то есть неверующего человека, он 70-летний, и вот только недавно он умер, и сахабы услышали грохот от этого, от того, что он ушел из этого мира. И мы знаем, что мунафики, лицемеры, они упадут на самое дно джаханнама. То есть, оказывается, все проще, да, было? Поэтому не всегда нужно только опираться на разум, нужно смотреть на иснад, нужно смотреть на цепочку хадиса. То есть не так, как делали му'тазилиты. Они определяли хадис, определяли достоверность какого-то текста шариата только по своему разуму. Для нас важен нас. Есть Коран, есть сунна мутаватир, достоверная сунна. Если мы что-то не понимаем, мы должны это принять. Помните с историей Юсуфа, рахимуллах, имам Абу Юсуф? Имам Абу Юсуф, когда вопрос с тыквой был, он сказал, нужно, то есть, посадите его, закройте его. Почему тыкву? Разве это шарт имана верить в тыкву, любить тыкву? Там, то есть это же нету. Если ее любил Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, как ты смеешь ее не любить? Ты обязан ее любить. Может, ты ее не есть, но любить ты ее должен. То есть мы должны любить то, что любил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И асхабы, радаллаху анхум, они так и себя вели. Они садились, нагибались в том месте. То есть там нет уже ветки, но они нагибались в том месте, потому что Расулуллах здесь нагибался. И это было любовь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Когда мы хотим внешне выглядеть как посланник Аллаха, это только идет от любви к нему. Когда мы любим Каабу, когда мы любим Коран, любим мусхаф, красиво за ним ухаживаем, то есть здесь нет ничего плохого. Это «Вама ю'аззим ша'аир Аллах фа иннаха мин такваль кулуб», говорится в Коране. Тот, кто возвеличивает символы ислама, то, что указывает на ислам. Например, любить Каабу, смотреть на нее, наслаждаться, смотря на нее. Да? Любить Коран, любить мусхаф, любить мечеть. Разве это не ша'аируль ислам, это не символы нашей религии? И тот, кто возвеличивает символ нашей религии, фа иннаха мин такваль кулуб, это только из-за таква в его сердце, больше ни из-за чего. Если он любит что-то такое религиозное, то есть любит Коран, любит религиозные книги, аккуратно их складывает, не кидает под землю, аккуратно, то есть на землю аккуратно ложит, к мечети очень аккуратно относится, то есть смотрит за чистотой в мечети. Это только от богобоязненства его сердца. Поэтому, то есть к чему я это говорю? К тому, что очень важно смотреть на источник. И потом вместе с нашим разумом, который правильно настроен, мы находим истину. Итак, ильмуль калям, наука акиды, она изучает, то есть любая наука определяется тем, степень науки определяется предметом изучения. И раз наука акиды, наука таухиды, мы в ней изучаем, знакомимся с нашим Господом, знакомимся с тем, чем Он доволен. То есть мы вот друг другу зададим вопрос, мы можем узнать, доволен нами Аллах или нет? Вот у нас есть инструмент такой, как разум, у нас есть инструмент такой, как Коран, у нас есть нас, у нас есть источник. Можем ли мы сегодня с вами понять, доволен ли нами Всевышний Аллах или нет? Можем? Каким образом? То есть у нас разум, это некие весы. Мы ложим на одну чашу Коран и на одну чашу наш амаль. Например, какое-то действие, мы хотим совершить какое-то действие. Это харам или макрух?
Или может быть это мубах, или может быть это халяль. То есть на любое действие мы же сможем дать ответ. Нет ни одного действия в исламе, нет ни одного происшествия, чтобы ислам остался в стороне и ничего не сказал об этом. То есть любое действие, или это мубах хотя бы скажет, то, что ты делаешь, это мубах, нейтральное действие, или же это фард, это обязательно тебе сделать, или это макрух нежелательно делать, тахриман макрух, танзихан макрух. То есть на любое наше действие есть термин. И в соответствии с этим термином, в соответствии с тем, что мы нашли в книге Аллаха, субхану ва тааля, в судный день так ведь будет сказано. То есть где ты нашел это в книге Аллаха и совершил это? То есть на что ты опирался, чтобы это делать? То есть разум, есть шариат. На весах шариата, если мы взвесим любое действие, мы можем понять, Аллах доволен нам или нет. Если мы делаем фард, конечно, Он доволен. Если мы следуем за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, совершаем сунну, Аллах, конечно же, нами доволен. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ أَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Аллах, субхану ва тааля, никогда не наказывал людей, когда ты был среди них, я Расул Аллах. И Аллах никогда не наказывал людей, пока не делали истихфар, пока не просили прощения. «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттаби'уни юхбибкум Аллах». Я Расул, скажи им, ин кунтум, если вы любите Аллаха, фаттаби'уни, следуйте за мной, юхбибкум Аллах. Тогда полюбит вас Аллах. «Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана», пояснив посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, для вас был лучший пример. Для кого? «Лиман кана ярджуллаху ва яумаль ахр». Тот, для кого? Не для каждого, для того, кто хочет довольства Всевышнего Аллаха, и для того, кто хочет быть успешным в судный день. Для него это пример, он пример для него. И теперь мы говорим, Расулуллах он пришел для какого-то определенного века, для какого-то периода. Он же рахмату лилля алямин, милость для всех миров. Даже Джибриль, алейхиссалям, когда он приносил аяты посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и в книге Рисалия Кудсия приводится этот пример, эта история, когда Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть получил аят «Вама арсальнака илля рахмата лилля алямин», ты был послан только как милость для этих миров. Джибриль, алейхиссалям, ты ведь являешься милостью для меня, ты приносишь мне аяты, ты мне даешь знать о том, что хочет от меня мой Господь, но как же я могу быть милостью для тебя? Ну ты же часть мира, ты тоже часть этой вселенной, ты тоже часть этого мира, ты тоже махлюк, творение Всевышнего Аллаха. И если я, как посланник Аллаха, являюсь милостью для всех миров, значит я должен быть милостью для тебя. Каким образом я могу быть милостью для тебя? И тогда Джибриль аль-Амин, алейхиссалям, дает ответ. Когда Азазиль, знаем, да, кто такой Азазиль? Он лучше всех поклонялся, был в первых рядах среди ангелов, не осталось места, где бы он не совершил суджуд, земной поклон, но тем не менее он ушел с истинного пути. Он ушел с этого, стал маль'уном, стал иблисом. И во мне был тоже страх. Все это время во мне жил страх. То есть большое количество лет, огромное количество лет я переживал. Переходили разные пророки, я встречался с различными пророками, но вот этот страх, он не уходил. Я переживал, я боялся, пока не пришел ты. И пока Всевышний Аллах не дал передать тебе аят «Назаля бихи рухуль амин». С этим Кораном снисходит кто? Рух Джибриль аль-Амин. Амин значит, он защищен, он под защитой Всевышнего Аллаха, нет никаких проблем. И вот узнав эти слова, Джибриль алейхиссалям говорит, я успокоился, ты стал милостью для меня. То есть он милость даже для Джибриля алейхиссалям, он милость для флоры и фауны, он милость для всего. Он был лучшим мужем, лучшим другом, лучшим спутником, лучшим учителем, лучшим пророком, хатамуль анбия. Когда мы находимся у речки, что нам дает совет? Даже если ты находишься на берегу моря, реки, озера, возьми кумган и делай тахарат. Он беспокоился даже о природе. То есть он милость для всего. И самый главный максад, цель изучения науки акида, эльмуль калям, это маарифатуллах, познание Аллаха. Как мы можем познать Аллаха? Настолько, насколько Он нам позволил, не более. То есть настолько, насколько нам Всевышний Аллах позволил познать себя, мы можем Его познать. Познавая, размышляя, смотря на этот мир, так как весь этот мир, он тоже указывает нам на Всевышнего Аллаха. Примеров очень много. Иногда приходит человек и говорит, учителя нам в школе не говорят об Аллахе, они нам говорят о атеизме, говорят о теории Дарвина и так далее. Слушай не учителей, слушай науку. Разве биология не говорит тебе об Аллахе субхану ва тааля, например? То есть ты смотришь, когда мы видим хорошую технику, например, Sony, там, красивый звук идет, о, это хорошая техника, то есть это точно там хорошая марка, да? И смотря на эту марку, мы познаем это. Ну теперь посмотрим, это как некая подпись одного мастера.
Но мы смотрим, у маленькой мышки 7 шейных позвонков, и у огромного жирафа тоже 7 шейных позвонков. Разве это не роспись одного мастера? Разве они не вышли от одного мастера? То есть, смотря даже на биологию, мы можем познавать Всевышнего Аллаха. Смотря на физику, химию, это все законы, которые установил Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Итак, на сегодня здесь остановимся. Иля шарафин наби ва алихи ва асхабихи ва машайхан аль-фатиха. صلى عليك الله يا خير الورى